Один человек погиб при столкновении машины с поездом, следующим из Хабаровска в Нерюнгри. Также пострадал и водитель. По сообщению РЖД, 14 ноября на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника станции Вожаевка Забайкальской железной дороги водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом. Отмечается, что машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Среди пассажиров поезда и работников РЖД пострадавших нет. Погиб пассажир автомобиля, сам же водитель травмирован. В пресс-службе пояснили, что в момент происшествия звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда работали исправно. Локомотив серьезных повреждений не получил. После осмотра поезд отправился по маршруту следования. Задержка в пути составила 20 минут, также путевая инфраструктура не повреждена. Полицейские раскрыли серию квартирных краж в Якутске. По информации МВД, местный житель сообщил, что во время его отсутствия неизвестный проник в его квартиру, откуда похитил телевизор и ТВ-приставку. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что в день происшествия заявитель вышел ненадолго к соседу и не запер входную дверь. Подозреваемой оказалась 37-летняя ранее судимая бывшая сожительница потерпевшего. Позже в ходе разбирательств установлена ее причастность к еще одной квартирной краже, совершенной в тот же день в соседней квартире. На этот раз подозреваемая позвала на помощь своего знакомого, ранее судимого 37-летнего мужчину. Вместе они похитили из чужой квартиры телевизор с большой диагональю. Похищенное они успели продать. В их отношении возбуждено уголовное дело. Житель Нерюнгринского района признан виновным в убийстве мужчины, которого по ошибке принял за своего знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. Убийство произошло еще в мае прошлого года. Вечером на рыночной площади поселка Чульман после праздничного салюта подсудимый увидел мужчину, которого перепутал со своим знакомым. Вспомнив былой конфликт, будучи уверенным в том, что это его приятель, с которым ранее произошла драка, мужчина подошел к потерпевшему и ударил ножом в живот. От полученного ранения 27-летний потерпевший скончался через 2 дня в хирургическом отделении Нерюнгринской центральной районной больницы. Подсудимый так и не признал вину в умышленном убийстве, убеждая, что потерпевший сам наткнулся на его нож, когда он оборонялся от нападавшей на него толпы. Несмотря на попытки уйти от ответственности, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль провалился под лед в селе Кангаласы на переправе Кангаласы-Сотинцы. По сообщению пресс-службы управления МЧС по региону, пострадавших нет. Отмечается, что в машине находились 4 человека, водитель и 3 пассажира. Все они выбрались из автомобиля. По информации пресс-службы, толщина льда на участке, на котором машина ушла под лед, составляет 15 сантиметров. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 3 без вести пропавших женщин. По информации ведомства, 6 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Якутска 1974 года рождения, проживающей по улице Лермонтова. В результате поисковых мероприятий женщина была обнаружена в квартире у своего знакомого в районе Сайсары, где распивала спиртные напитки. Также сотрудники полиции разыскали жительниц Якутска и Мегино-Кангаласского района, которые тоже не давали родным о себе знать. Оказалось, что женщины все это время злоупотребляли алкоголем. Отмечается, что каких-либо преступлений в отношении женщин не совершено. С ними провели профилактическую беседу. Пожар, вспыхнувший вечером в субботу в окружной больнице в городе Пьятра-Нямц на востоке Румынии, привел к гибели 10 пациентов с COVID-19. 6 больных и врач получили серьезные ожоги. Пострадали еще 3 медиков, но их состояние не внушает опасений. По сообщениям румынских сетевых изданий, возгорание произошло в отделении интенсивной терапии. Вскоре пламя перекинулось на другие помещения. Что стало причиной этого, устанавливает следствие. Министерство здравоохранения и ведомство по чрезвычайным ситуациям объявили о начале экстренных проверок технического состояния аппаратуры в отделениях интенсивной терапии и реанимации во всех больницах страны, в первую очередь в тех, где лечатся инфицированные коронавирусом. Система здравоохранения Румынии – одна из самых отсталых в Евросоюзе. Многие квалифицированные врачи, сестры и младший медицинский персонал выехали на работу за границу после вступления страны в ЕС в 2007 году.